Доброго времени суток, дорогие любители спорта, в частности мини-футбола. Мы находимся во Дворце спорта 50 лет Победы, где с минуты на минуту у нас начнется заключительный соревновательный день чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. Мини-футбол возвращается, как и спорт в целом, что, конечно, не может не радовать абсолютно любого человека. И сегодня у нас заключительный соревновательный день чемпионата республики. И начнем мы просмотр этого дня с бронзового финала. В бронзовом финале у нас сегодня встретятся команды Северо-Восточного федерального университета и Усть-Алданского улуса. Нас с вами ждет очень интересная игра. Это, скажем, можем сказать с уверенностью, обе команды демонстрируют очень хорошую игру на этом турнире. Очень динамичные два коллектива, и поэтому сегодня будет у нас игра на высоких скоростях. В этом мы уверены. В целом, вот в последние дни у нас во Дворце спорта 50 лет Победы было очень жарко. Каждый день у нас тут мини-футбольные баталии. Соскучились мы по звуку скрежета, да, вот подошв. Действительно, соскучились мы по мини-футболу. И сегодня мы, конечно же, будем смотреть это действие с большим удовольствием. Ну, а для вас, дорогие друзья, у микрофонов будем работать мы, я, Власий Сергеев, и председатель Совета футбольного союза города Якутска Алексей Адамов. Добрый день. Ну что ж, мы видим вот на ваших телеэкранах, дорогие друзья, это футболисты сборной Усть-Алданского улуса. Они будут сегодня играть вот в бело-синих футболках. Да, шорты синие и вот бело-синие такие футболки. Видим, конечно же, мы вот лидеров, да, вот на общем плане. Афанасий Федоров, 7-й номер, он капитан команды, конечно, будет вести за собой свой коллектив. Также, конечно же, Виктор Винокуров у нас тоже опытнейший игрок. Андрей Иванов. Ну и вот футболисты готовы выйти на поле. Сейчас судья, конечно же, пригласит их всех на паркет. И мы видим вот на картинке, вот в дальнем плане, да, у нас футболисты сборной Северо-Восточного федерального университета. Они в красных майках, в черных шортах. Играем, как обычно, по 25 минут. Ну и видим Олега Михайловича Марченко. Будет он обслуживать сегодняшнюю встречу. Человек, видевший в мини-футболе все, знающий о мини-футболе все. Кому же не судить, кто же еще мог судить, да, вот такую важную встречу. Готовы футболисты выйти на поле. Вот Афанасий Федоров активно разминается. Всегда Афанасий очень сильно заряжен на любую игру, будь то это игра за мини-футбольный клуб «Заря» или же вот бронзовый финал чемпионата республики. Итак, Олег Михайлович Марченко дает свисток, и футболисты выходят на площадку. Совсем скоро бронзовый финал, дорогие друзья. Турнир у нас завершается, последний игровой день. Зрителей, конечно же, в связи с эпидемиологической обстановкой у нас нет. Играем при пустых трибунах, и именно поэтому, дорогие друзья, мы работаем для вас, специально для вас, в прямом эфире. Ну и давайте перейдем к составам играющих команд. Сборная Усть-Алданского улуса. Номер 21 Сергей Аманатов, он вратарь. 2-й Андрей Иванов. 4-й Василий Федоров. 7-й Афанасий Федоров, капитан команды. 8-й Владимир Жирков. 9-й Николай Федоров. 11-й Джилусхан Петров. Вспомнил Джилустана Пестрякова. 15-й номер Петр Кулаковский. 16-й Дмитрий Румянцев. 18-й Виктор Винокуров и 19-й Айтал Бурцев, главный тренер команды Степан Васильев. Еще раз напоминаю, футболисты Усть-Алданского улуса будут играть в бело-синих футболках и синих шортах. Сборная Северо-Восточного федерального университета. Состав: Владислав Корякин, вратарь номер 1, 2-й Роман Сивцев, 5-й Михаил Едрихинский, 7-й Василий Захаров, 8-й Архан Колосов, 9-й Альберт Цыпандин, 10-й Владислав Степанов, 11-й Роман Колодезников, 12-й Арсентий Филиппов, 15-й Рустам Пудов, 27-й Вадим Мохов и 75-й номер Артур Нератов. Ну и, конечно же, главный тренер команды Сергей Павлович Скрябин. Наблюдается вот смена поколений, да, в сборной Северо-Восточного федерального университета. Как мы прекрасно знаем,
сборная Северо-Восточного федерального университета у нас, как мы знаем, регулярно выступает на самых престижных соревнованиях среди вузов. Это, конечно, мы говорим о проекте «Мини-футбол в вузы». Выступает наша команда там в золотой лиге. И вот, если мне память не изменяет, 4 года подряд они попадают в призеры. Становились они несколько раз бронзовыми призерами. Ну и лучшим результатом является серебро, серебряная медаль. Да, и в этом году несколько ребят ушло в армию, закончило университет, поэтому смена поколения идет в команде. Видно, много ребят Сергей Павлович привлек со второй своей команды, молодых ребят. Ну, как и в любой команде, да, смена поколения, это, конечно, да, неизбежно. И мы ждем этих ребят из армии благополучно вернуться и уже будут на следующих чемпионатах республики представлять свои улусы. Безусловно. Ну что ж, все готово для начала игры. И, как мы видим, игру начнет сборная СВФУ. Михаил Идрихинский готовится ввести мяч в игру. Итак, звучит свисток и поехали, дорогие друзья. Бронзовый финал чемпионата республики среди команд первой лиги стартовал. Ну, как я понимаю, Салданский Улус начал игру с боевой такой четверки, да, видим Афанасий Федоров на поле. Многое сегодня, конечно, будет зависеть от его действий. Да, с капитанской повязкой, да? Это тоже большая ответственность. И первый удар по воротам. Получилось не точно, но начало проложено. Итак, Айтал Бурцев был с мячом, аут. Ну и говоря о чемпионате, вот мы, конечно же, не можем не отметить, да, кто же встретится в финале. Ведь у нас ждет не менее интересная игра в финале в борьбе за золотые медали турнира. Опасный момент, прострел, сейчас можно на добивании сыграть. На месте вратарь. Василий Лыткин. Да, уверенно сыграл страж ворот в этом эпизоде и отвел угрозу. В финале у нас встретится сборная Якутска и Ленского района. Действующий чемпион республики встретится со столичной командой. Они уже играли в рамках группового этапа, и тогда ленчане со счетом 3-2 победили команду Якутска. И что будет в финале, это очень интересно, конечно. Две мастеровитые команды. Ленский район нынче вообще очень хорошо идет по этому турниру. Разница мячей просто фантастическая. Там больше 30 забитых, ну, да, пропущено. Практически там катком проходят, да, по другим командам. Счет вот, в первом туре вот 10-1, кажется, был, во втором туре группового этапа тоже там 11-2. Ну, с такими крупными вот счетами побеждает команда. И будет очень интересно, конечно, посмотреть. Ну да, единственная команда, которая дала бой ленчанам, это сборная города Якутска. Да, и именно, наверное, поэтому они вот встречаются, да, вот в решающем матче турнира. Кстати, вот, да, Якутский и Ленский район играли в одной группе. С первого места тогда вот с этой группы, с группы А, вышла сборная Ленского района, соответственно, сборная Якутска со второго места. Что касается вот команд, которые сейчас играют, Северо-Восточный федеральный университет у нас вышел с группы Б. Со второго места. Да, со второго места. Усть-Алдан вышел с первой позиции. И в полуфинале Ленский район со счетом 7-4 победил сборную Северо-Восточного федерального университета. Что касается усть-алданских футболистов, то они в 1-2 уступили сборной Якутска. Ну и сейчас эти команды оспаривают бронзовые медали чемпионата. Конечно, вот говоря о команде вот сборной Северо-Восточной федерального университета, вот мы можем заметить, да, то, что нету уже в этом составе нет ребят, которые на протяжении последних лет вот являлись костяком этой команды. Конечно же, мы говорим о Джилстане Пестрякове, вот Яник Самплей, да, вот все эти ребята уже, как я понимаю, уже закончили университет. Что касается Яника, он еще учится, он является студентом Института физического он сейчас играет за команду высшей лиги, да, ЛКС, город Липецк. Видимо, вот дистанционно пока обучается и выступает за ЛКС. Кстати, вчера, кажется, они уступили, да, и, по всей видимости, с лидирующей позиции. Уступили КПРФ, 2 команде, и с лидирующей позиции, да, до этого тура были на первом месте в высшей лиге в западной зоне. Да, и, конечно, там продолжают наши студенты хорошо себя проявлять. Вот мы говорим о Янике Самплее, он сейчас является лучшим бомбардиром высшей лиги. И, кстати, совсем недавно вот, пресс-служба Ассоциации мини-футбола России опубликовала новость
первый фол тем временем на площадке. Да, кстати, у нас табло не отображает вот счет фолам, да, по фолам, но мы будем, конечно, вас информировать. 1-0 по фолам у нас, первый фол у СВФУ. Ну и продолжая вот о том, что вот у нас была опубликована такая замечательная новость, то что Яник Самплей был признан лучшим бомбардиром за всю историю высшей лиги России. То есть подсчитали они количество голов всех игроков, которые играли с момента создания лиги, это, если не ошибаюсь, 15-16 год. И вот по итогам подсчета оказалось то, что у иварийского студента СВФУ лучшая статистика. Да, и можно отметить, что практически большинство этих голов он забивал в составе якутской «Зари». Да. Ну и сейчас тоже продолжают демонстрировать, да, стабильную Ну, он один из результативность. лидеров в споре бомбардиров, пусть не Да. на первом месте, но еще поборется, еще сезон не закончен. Да, Яник вот действительно вот сильно прибавил в плане физики, вот набрал массу, и сейчас вот, он и так раньше, да, играл замечательно столба, сейчас еще легче стало. Ну и, конечно, сегодня Яник очень помог в сборной Северо-Восточного федерального университета. Опасный момент, удар по воротам. Бил у нас Николай Федоров. Да, и Владислав Корякин, вратарь команды СВФУ, выручает команду. В шпагате с нижнего угла достал мяч. Да, я думаю, дорогие телезрители, вы заметили, то, что у нас время не останавливается. У нас последние 2 минуты. Во втором тайме. Да, во втором, последние 2 минуты второго тайма, ну, то есть всей встречи, там уже у нас таймер будет останавливаться, когда мяч будет покидать пределы поля или же при нарушениях правил и так далее. Сейчас может неплохо получиться. Ну, здорово. Тут, конечно, заблокировал футболист сборной Высалданского Улуса и остановил потенциально очень опасную атаку. Да, у нас вот Виктор Винокуров на графике у нас вышло то, что он под 18 номером, но в начале матча мы видели то, что Вот он как раз, да, как раз ввел мяч в игру. Он выступает под 9 номером. Виктор Винокуров действительно один из опытнейших игроков сборной Высалданского Улуса. Выступает он за Барс. Да. Если вот изменений нет, да, в А последний раз, в по крайней свое мере. время, лет 10 назад, наверное, или 8-10 лет назад играл за команду Северо-Восточного Да. федерального университета, был одним из лидеров. И всегда вот интересно бывает, когда университет играет против Барса, ведь это такая классика, да, вот, якутского мини-футбола, когда Бывшие против нынешних студентов. действующие студенты против выпускников, да, так скажем. И всегда вот сами футболисты тоже отмечают, что для них это очень интересное противостояние. Вечное противостояние отцов и детей. да. Как конфликт, да, отцов и детей. Ну, конечно, это в первую очередь очень интересно, наверное, для Сергея Павловича Скрябина, главного тренера сборной СВФУ. Это его бывшие подопечные играют с подопечными нынешними. Итак, ну, пару моментов, да, опасных есть, но по-настоящему вот, стопроцентных пока мы не видели. Ну да. Осторожничают команды. Да? На кону ведь бронзовые медали. Ну и ждали мы, конечно, ждем того, что игра будет очень на высоких скоростях. Конечно, само собой, студенты очень хорошо, быстро двигаются. Сейчас можно счет открыть. Момент был у Андрея Иванова. С убойной позиции пробил выше ворот Андрей Иванов. Второй номер у селданской сборной. И смотрите, вот сразу. Далеко вперед забрасывает вратарь университета, но до мяча его сокомандник не дотянулся. Ну что ж, кстати, у нас ведь в Якутске у нас идет, скажем так, фестиваль, да, командных видов спорта. На следующей неделе у нас стартует вторая лига по Лига мини-футболу. чемпионата республики, куда приедут все оставшиеся команды, которые не попали в десятку лучших. Хорош! Первый вратарь на мяче оказался и отвел угрозу от своих владений. Вторая лига, ну а затем здесь же, под сводами Дворца спорта, 50 лет победы, затем стартует и волейбол. То есть еженедельно у нас тут будут спортивные события. И, конечно, по мере возможности, дорогие друзья, мы будем показывать эти состязания в прямом эфире специально для вас. Потихоньку возвращаются игровые виды спорта. Да, это очень радует. Очень много у нас, конечно, людей занимаются мини-футболом. Один из популярнейших видов спорта. Среди командных в числе лидеров точно может уступать только волейболу, да, по численности. Ну и то за счет женского состава, который в волейбол играет достаточно много женщин. А по мини-футболу, кстати, у нас есть лига женская, но там сколько команд играет? В прошлом году играло всего лишь 3 команды. Ну, надеемся, что в этом году или, ну, по крайней мере, если в этом году не получится провести из-за ограничений
чемпионат, в следующем году будет значительно больше. Потому что желающих много и занимаются девушки уже все более активно. Также можно сказать, что в конце прошлого года подписали соглашение Федерация футбола Республики Саха-Якутия с Российским футбольным союзом. И там в том числе среди прочих условий этого соглашения было и развитие женского футбола. То есть сейчас будет большое внимание уделяться женскому футболу в республике. Да, очень значимое событие в мире якутского футбола и спорта в целом, да, вот это вот подписание соглашения с Российским футбольным союзом. И действительно, я вот читал, да, вот заметку, информационную заметку пресс-службы вот нашего футбольного союза, и там было указано, что такие вот масштабные планы, то есть это строительство нескольких спортивных объектов, в том числе создание профессиональных клубов, и там действительно было указано то, что две команды, ну, мы говорим, конечно, о той команде, которая будет выступать, по всей видимости, в высшей лиге, и, как я понял, вторая команда вот именно женская, да, или... Ну да, что со временем вывести женскую Да. команду тоже на российский уровень, чтобы выступала на российском уровне женская команда. И хорошим подспорьем будет вот как раз-таки женская сборная Северо-Восточного федерального университета, которая вот у нас соревнуется, выступает под руководством Даниэля Дурадаини. И как раз-таки он вот в интервью, да, моим коллегам как-то вот говорил, что есть у них в планах выступить, заявиться в проект мини-футбол в вузы. Среди женщин. Да, среди женских команд, но действительно. Но было бы замечательно. Парни конечно. всегда в призерах, да? А почему бы девушкам не попробовать, да? Было бы, конечно, тоже здорово. Будем ждать и надеяться. По нулям у нас в этой игре. Тем временем уже больше половины первого Да. тайма прошло. Команды все-таки осторожничают. И Ну, может, кстати, игра идет до гола. Потом она должна будет раскрыться. да. Мячом владеют футболисты сборной СВФО сейчас. Неплохо может получиться. Удар есть, блокируют защитники сейчас. Ответная атака. Немножко замешкался наш оператор, не уследив за темпом атаки, Да. контратаки усть-алданских футболистов. Передача верхом не дошла, адресовалась она Джунусхану Петрову. Айталбурцев. Ну, видно, что технически случаются такие погрешности у ребят, потому что практически год не тренировались, не занимались, были закрыты спортивные залы. И сейчас, по мере снятия ограничений, вот опасный момент, На выходе. по мере снятия ограничений потихоньку начинает возвращаться футбольная жизнь в республику. Но еще нужно время. Конечно, этот чемпионат республики такой, можно сказать, экспериментальный. Практически с листа играют все команды. Да, и поэтому сюрпризы могут быть, да. Но, как мы видим по составу, да, вот именно участников финальных матчей, в принципе, за медаль борются те команды, которые занимают действительно лидирующие позиции. Ну да, чемпионы прошлого года. Сборная Ленского района чемпион первой лиги и сборная города Якутска чемпион второй лиги. Фол. Да, второй фол у студентов. Напоминаю, может, тем телезрителям, которые не знакомы с правилами мини-футбола. У нас, если в том случае, если в течение одного тайма у нас набирается 6 фолов, ну, то есть одна команда совершает 6 фолов, то за шестой фол ставится у нас пенальти не с 6 метров, а с 10 метров. И потом последующий каждый фол уже будет караться, обнуляется. Ну, по фолам. 2 фола у сборной СВФУ. Вновь играет Василий Лыткин. Раз за разом, да, вот отводит угрозу от своих Да, ворот. уверенно защищает ворота своей команды. Ну и, конечно, в связи с эпидемиологической обстановкой у нас все это мероприятие идет. Давайте посмотрим эту атаку. Чем закончится? Хорошо прострел вдоль ворот. Не дошел до адресата. И сейчас же студенты бегут уже контратаковать. Полуудар, полупередача. Ну, скорее, это была, конечно же, передача. Недопоняли друг друга. Идея-то была, но реализовать в плане техники не получилось. Михаил Ведрихинский откликался на эту передачу. Да, и у нас предусматриваются все меры предосторожности. То есть у нас, как я уже сказал, зрителей нету. Участники, например, вот финала и так далее, других матчей, они тоже не наблюдают с трибун за этой игрой. То есть на площадке у нас присутствуют только те футболисты, которые принимают участие в этой игре. Конечно же, судейский состав и работники национальной вещательной компании «Саха».
Зрителей нет, и все строго у нас контролируется. То есть команда отыграла свой матч, уходит в раздевалку, все, помылись, переоделись и ушли, сразу покидают дворец спорта. После этого дезинфекция раздевалки, и приходит следующая команда. То есть игроки, вот они нигде не пересекаются, но только с соперниками, да, на поле, может быть, после матча. За пределами уже спорткомплекса. Виктор Винокуров. Конечно, эмоций не хватает, когда нет зрителей, но... Штанги прокатывается мяч. Ну, первый реальный такой опасный момент. Да. И опять Андрей Иванов. Тогда, мы помним, он пробил с разворота. Да. Но тут хотелось бы отметить передачу Родиона. Он нашел 10-й номер. Как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. Да. Владислав Степанов. Номер 10. Поздравления принимает 10-й номер студента Владислав Степанов. Открыл на счет в этой встрече. Ну что ж, и как мы ожидали, как мы говорили, да, вот скорее всего сейчас игра уже откроется. Есть еще время до конца первого тайма. Более чем. И солданцы разыгрывают аут. Виктор Винокуров вводил мяч в игру, но Владислав Степанов, автор мяча, первого забитого мяча, блокировал передачу. Вот сейчас можно было убежать в контратаку, но прозвучал свисток. Повторить. Вот да. Сейчас аута просит судья. Не аут, на самом деле угловой. Виктор Винокуров глазами ищет своих сокомандников. Решили вот так разыграть. Будет позиционная атака. Передача налево. И хорошо сейчас стеночка была задумана, но не прошла. Да, он вступил в игру работник НВК. Мы видим. Тоже показал свою технику. Потеря. И Виктор Винокуров будет начинать атаку у Сталданского Улуса. Так, на площадке я не вижу пока что Афанасия Федорова. Дали маленько отдохнуть ему. Я думаю, то, что вот любители, да, якутского футбола, мини-футбола, они могут задаться, да, вопросом тем, что чем же сейчас занимается Афанасий Федоров. Сейчас, в этом сезоне, к сожалению, к большому сожалению, мини-футбольный клуб «Заря» не заявился в высшую лигу. Да и в первую не заявились. Связано это, конечно, со многими факторами, да, ну, конечно, финансы тоже тяжело. В основном из-за того, что есть коронавирусные ограничения, и тренироваться и играть возможностей в этом году не было. Но с сохранением места, то есть Ассоциация мини-футбола России пошла навстречу с сохранением места команды высшей лиги чемпионата России. Да, и очень надеемся, команду что оставили. В следующем сезоне заявимся, соберем команду. Конечно же, тут как раз таки вот претенденты на попадание в «Зарю», да, у нас сейчас играют в университете. И многие ребята, которые сейчас играют там, в том же Липецке, да? в той же Астрахани, они с удовольствием, если команда будет «Заря» заявлена, с удовольствием вернутся и будут представлять честь своей республики. Да, я думаю, если все вопросы будут решены, и Олег Михайлович Марченко созовет знамена, то, я думаю, Никита Евтушенко, который сейчас выступает как раз-таки с Яником Самплеем в Липецком ЛКС, то, и конечно, Никита Рычков. Никита Рычков еще, да. Ух, как разобрался здорово, и передача! Да, чуть посильнее бы, да, Роман Сивцев. Очень лениво мяч вот скользил, да, в сторону линии ворот, но успели у солданца мяч перенаправить. Афанасий Федоров вышел на площадку. Ну и вот Никита Рычков, Никита Евтушенко, Яник Самплей. У нас еще Джилстан Пестряков играет также в высшей лиге сейчас. Команда... Заволгарь. Да. Астрахань. Яник у нас регулярно забивает очень много. Рычков тоже выступает. Забивает. Джилстан тоже является основным игроком. Постоянно на площадке. Ну пусть результаты у Волгаря не очень. Они там в нижней части турнирной таблицы. Но зато он набирается неоценимого опыта. Да, и забивает он периодически. Я вот, когда смотрю результаты матчей, очень радуюсь, когда вот игроки забитые мячи, да, автор Джилстан Пестряков. И вот, конечно, будем, конечно, надеяться, что все ребята приедут и будут представлять «Зарю» в следующем сезоне высшей лиги России. Сразу вбрасывает вперед вратарь, и это Афанасий Федоров пробивал с правой ноги. Мимо. Афанасий Федоров, кстати, чемпион. Это случилось у нас так в 19 году. 2 года назад. Да. Последний сезон
мини-футбольного клуба «Алмаз Алроса». После регулярки уже на стадии плей-офф стало известно, что по итогам этого сезона Мирнинский клуб прекратит свое профессиональное существование. И тогда вот, лично я очень переживал, то, что на стадии прям соревнований об этом стало известно. Но футболистам, конечно, раньше было известно, просто это официальное заявление было сделано на стадии плей-офф. И я очень переживал, то, что вот ребята, то, что скажется на их психологическом состоянии, на боевом настрое. Но нет, как раз таки наоборот. Наоборот, они собрались, Да, ребята сплотились. Дверью. И да, вот как раз отлично, да, вы отметили, Алексей, то, что действительно очень громко хлопнули дверью, победив всех соперников в плей-офф. И вот взяв золото, вот ребята действительно были очень сплоченными. Имел я удовольствие и счастливую возможность посетить финальный матч один. И вот действительно видел то, что ребята сплотились. И, например, вот Вадим Цай даже вот перекрасил свой знаменитый ирокез в зеленый цвет в честь мини-футбольного клуба «Алмаз Алроса», да, домашние цвета, цвета этого клуба. И вот как раз-таки в составе этой команды Афанасий Федоров стал чемпионом России. И вновь хорош. 1 на 1. Лыткин. Василий Захаров. По свистку. Просит судья начать играть. Есть удар. Ну что ж, видим то, что сейчас Олег Михайлович Марченко работает судьей, да, на этой встрече, но после этой игры он уже будет в качестве тренера. Напоминаем, что в финале у нас встречается сборная Якутска и Ленского района. Угловой разыгрывает футболист университета. Хороший удар, плотный, но не в цель, конечно же. Олег Михайлович Марченко вновь на ваших телеэкранах. Поговорили мы с ним до этой игры. И он также выразил надежду, что в следующем сезоне «Заря» заявится в высшую лигу. Аут в пользу университета. Так, вратарь просит, кажется, выделить ему время для восстановления. Так, судьи у нас видят, не видят. Да, звучит свисток и... Зовут доктора. Да. Требуется медицинская помощь. Остановилось время на время выхода доктора на поле. Да. И Владиславу Корякину сейчас будет оказана помощь. Ну, что у нас там? С голенью проблема. Давайте попробуем разобраться. Повтор этого эпизода. Ну, тут, да, не ногой, мячом, но все равно, конечно. Мячом, это... ну, подвернул, наверное, голеностоп немного. Так, ну, сейчас надеемся, что он сможет, Владислав, продолжить игру. Но видим то, что... Молодец, боец. По всей видимости, все равно вот чувствует боль, да, при шаге. Вот мы дискомфорт. Да, дискомфорт есть, но будет играть. Итак, студенты в атаке. Потеря мяча. И сейчас Николай Федоров хотел побежать вперед, организовать контратаку своей команды, но не получилось. Мячом владеет футболист из Солданского вуза Афанасий Федоров. Он может хорошую передачу дать, может спокойно пойти в обыгрыш. Может сам обыграть одного, прокинуть мяч в сторону и пробить. И удар! С левой, да, рабочей. Чего не отнять у него, так это нацеленность на ворота. Это да, совершенно точно. Афанасий Федоров. Ну вот, видимо, да, основная четверка сейчас у Солданского улуса на паркете. Виктор Винокуров, Афанасий Федоров сейчас. Ну и у университета первая четверка. Да. Те, кто начинал площадку. Проходит у нас борьба вне досягаемости, да, камер. По итогам этой борьбы у нас мячом завладели студенты. И сейчас можно что-нибудь придумать. Но нет, Афанасий Федоров вернулся и выбил мяч в аут. Рустам Пудов вводит мяч в игру. Мягкий навес получился неточным сейчас. Ошибка. Виктор Винокуров играет на Афанасия Федорова. Федоров не решил идти вперед, отыгрывает назад. Такая хлесткая передача адресовалась Винокурову, но поймать, обработать мяч не получилось. 2 минуты, последние 2 минуты первого тайма.
У нас 1-0. Напоминаем, единственный мяч у нас, пока что единственный мяч забил Владислав Степанов. Ну, игра не раскрылась, как мы предполагали. Да. Такого нет. Все равно еще достаточно много времени играть, поэтому, наверное, не готовы в первом тайме носить корректировки в свой план на игру команду Салданского улуса. Ну, вот потеря, удар. С очень, увы, опасной позиции нас пробивал Родион Иванов. Точно пробить не получилось. Ну, я думаю, сборная СВФУ будет играть на сохранение счета, да. А вот ну, так мы видим, потихонечку инициатива переходит к усилданцам. Да, ну, задача минимум, конечно же, стоит перед усилданскими футболистами. Это в идеале, да, завидеть вот в первом тайме, да? Да, чтобы второй тайм начать по новой, с нуля, да. Кстати, отметим то, что в случае ничейного результата у нас будут сразу пробиваться серия пенальти. По 3 удара будут пробивать команда, таков регламент турнира. Ну что ж, последняя минута. В любом случае, сегодня определятся у нас все призеры. Хорошо Корбусов сыграл Виктор Винокуров. Альберт Цепандин просит, чтобы Афанасий отошел, да, на 5 метров. Но он категорически с этим не согласен. Ну, я думаю, в арсенале Афанасия, вот, конечно, множество, да, вот таких тонкостей, хитростей, да. Хитростей. Потому что человек все-таки играл в высшей лиге, в суперлиге выступал за команду из Глазова. Название вот забыл. Прогресс. Прогресс, да, из Глазова. Там, конечно, недолго он там играл, но все равно опыт бесценный. Завершается первый тайм. Ну, видимо, Владислав Корякин хромает. Идет на скамейку запасных. Кстати, вратарь команды СВФУ. У нас вот в сегодняшней заявке, да, университета только, кстати, один вратарь, Владислав Корякин. Есть, конечно, еще Семен Капитонов, но в заявке его не было. Видимо, не смог он сегодня прийти. И, конечно, если сейчас не будет решен этот вопрос, да, с травмой, с повреждением Владислава Корякина, то очень... То Сергею Павловичу придется вносить корректировки, ставить кого-то из полевых игроков, возможно, играть пятером. Может, да, действительно, в 5 полевых сразу начать, да? Да. Второй тайм. А мы видим повтор, да? Лучших моментов первого тайма. Да, Роман Сивцев, вот удар. Ну, не сильный удар, не вратарь на месте. Это фол, первый фол был. Да, достаточно грубо. Афанасий Федоров с левой ноги пробил. Видели мы это на повторе. Вот тут здорово, конечно. А вот Андрей Иванов с разворота. С убойной позиции. Пробил, не попал по воротам. По-моему, здесь даже руками сыграл вратарь, да, за пределами штрафной мы видим на повторе. Нет, это другой уже момент. Да, это другой момент. Да, не обратил внимания, я не заметил, но действительно. Да. Но в динамике... Ну, раз мы не заметили, то и в сути тоже люди могли Потому не что, заметить. конечно, вот сейчас легко говорить, да, вот, смотря вот, видя повторы в замедленном действии, а вот попробуйте посудить, да, вот, встречу. Вот хороший момент у Андрея Иванова. Ну, катнул мимо вратаря, вроде все правильно. В принципе, внизу все перекрывал вратарь. А вот он гол. И в ближний угол аккуратненько. Да, Владислав Степанов забрал мяч у соперника и переиграл вратаря. Василий Лыткин как бы уже изначально вправо заваливался, ожидая удар. Вот тоже опасный момент, кстати, был. Вот, чуть сильнее, да, вот иначе вот подставь ножку. Да, конечно. И жестче. Был бы уже счет 2-0. И Афанасий Федоров тут с правой пробивал. Если по количеству ударов, то я думаю, Афанасий Федоров на первом месте в первом тайме. Ну да, человек, ну, самый опытный точно вот, из участвующих в этом матче. Это, конечно, никто с этим спорить не может. Ну да, на высшем уровне опыта у него побольше, чем у всех остальных ребят. Ну и видим разбор полетов.
составе Усть-Салданского Улуса. Степан Васильев сегодня на посту тренера сборной Усть-Салданского Улуса. Дает указания ребятам. Надо что-то менять в этой игре. Сборная Усть-Салданского Улуса, напомним, групповой этап преодолела уверенно. Эта команда возглавила группу «Б», набрав 7 очков. В ничью сыграли они как раз с университетом. Да. В первом туре 2-2. Потом Усть-Салдан побеждал сборную Мегина Кангаласского Улуса со счетом 5-1. Также была одержана победа над сборной Хангаласского Улуса 4-1. Ну и вот благодаря этим двум победам и одной ничье Усть-Салдан возглавил группу «Б». Затем в полуфинале усть-салданцы потерпели разгромное поражение от футболиста сборной Якутска. Как раз мы видим тренера встречной команды Олега Михайловича Марченко. Что-то очень оживленно они какие-то игровые моменты, да. И вот не просто обсуждают, еще и показывают. Да, видим, жестикуляция активная. Как внимательно слушает Сергей Павлович Скрябин. Рукой показывает. Где-то вот, видимо, спорный момент хотел, да, чтобы Сергей Павлович Скрябин, видимо, в каком-то эпизоде, чтобы показали игроку Усть-Салданской команды вот как... Желтую карточку. Да, карточку, видимо. Интересно, конечно. Ну вот, Усть-Салдан в полуфинале проиграл Якутску и сейчас оспаривает бронзовые медали нашего турнира. Сборная СВФУ, кстати, вот мы говорим о том, что играли они в рамках группового этапа. Сборная университета у нас, ну вот, ничья с Усть-Салданом 2-2. Затем студенты со счетом 2-1 победили Мегина Кангаласскую команду и сыграли в ничью со сборной Хангаласского Улуса со счетом 1-1. В итоге они набрали 5 очков и вышли со второго места из группы «Б». А затем в полуфинале сборная СВФУ в драматичном матче уступила Ленскому району со счетом 7-4. Ленский район в этом сезоне представляет просто такую опасность, да? Много голов, очень много забивает. Кстати, да, можем посмотреть даже. По итогам группового этапа у них 30 забито, 7 пропущено. И еще 7 забили в полуфинале. Да, еще 7 в полуфинале. То есть 37 они забили. Ну и неудивительно, что на первом месте среди бомбардиров идет игрок команды Ленского района Потапов Владимир. 9 мячей у него на данный момент. А на второй позиции тоже его сокомандник Никита Колосов, 7 мячей. Третьим идет также игрок сборной Ленского района у нас Иван Сидоров, 6. Ну, раз, конечно, по 37 забивайте. Да. Неудивительно, что все игроки возглавляют. Но еще можно отметить, что у Ленска забивает не один, как в некоторых командах. Есть там ярко выраженный бомбардир, который забивает там половину мячей своей команды. А здесь от любого можно ждать опасности. Любой может в любой момент выстрелить, забить. Тот же Вадим Юшинов, капитан команды, который неоднократно становился и лучшим бомбардиром чемпионатов республики. Так, и создается такое впечатление, что не сможет, да, продолжить игру Корякин. Остался он на скамейке и я думаю, Артур Нератов, да, вроде похоже, что его выпускают на ворота. Сергей Павлович. Да, такая, конечно, проблема по ходу первого тайма. Появилась у Сергея Павловича Скрябина, главного тренера сборной Северо-Восточного федерального университета. И посмотрим, как это скажется на игре. Стартовал второй тайм. 1-0. Минимальное преимущество студентов. Владислав Степанов, автор пока что единственного мяча в этом матче. Передача не дошла до адресата. Афанасий Федоров перехватил и тут же начинает контратаку своей команды. Хорошо отыграл он со своим сокомандником Федоровым. Удар дальний. Смотрите, все видел, все. Артур Нератов, да? Может, мы видим рождение нового вратаря сегодня? Ну, конечно, не случайно, конечно, Артур Нератов, видимо, встал на ворота, значит, на тренировках он лучше остальных, да, проявляет себя. Ну да, да. В роли вратаря. Ну, такое бывает, да,
любом виде спорта. Ну, мы помним, и как Андрей Тихонов в составе московского «Спартака» вставал в ворота в игре, по-моему, Кубка УЕФА или Лиги Чемпионов в свое время. Но такие моменты запоминаются. И если будет положительный итог сегодня для команды СУФУ, то Артур Нератов запомнит этот день надолго. Да. Попытка попробовать, да, вот Это Айтал Бурцев. отправить мяч в сторону ворот. Тоже в свое время поиграл и за Якутскую Зарю. Да. Тоже вот человек с опытом высшей лиги России. Ну, Айтал Бурцев еще за дубль же выступал. Или... И за основу играл. Да, и за основу. Заря-2, да, были времена, когда был дублирующий состав Зари, который выступал, ну, по своему возрасту тоже. А в России из последних достижений, вот помню, когда дубль Зари бронзу взяла высшей лиги России. Да, была хорошая команда, молодая. Тот же Афанасий Федоров играл в ней. Да. Да, и тот самый момент, когда вот потихонечку Олег Михайлович Марченко начал привлекать Афанасия. Да. Волошин, который сейчас там тоже и в высшей лиге. Так, Волошин у нас, ну, в «Спартаке» он играл, но, кажется, сейчас за другую команду уже выступает. Да, Сергей Волошин. Помним мы как раз, когда на этой же площадке, когда к нам приезжали именитые динамовцы клуба, который сейчас уже не выступает в Суперлиге. Да, на тот момент они были чемпионами. Да. Тут футболисты сборной России бегали по этому паркету. Вот. Бразильцы были. Пула, Густаво приезжал. Вот все эти люди, да, именитые бразильцы с паспортами российскими, да. Насколько я помню, 10-5, по-моему, закончили, что-то такое. Ну, да, вот крупный счет был, и один из голов как раз-таки. Вот хорошо разыграли, не попадает по воротам. Ядрихинский. Да, Михаил Ядрихинский в подкате вот он пробивал. Разыграно-то как здорово, да? Да. Могли сейчас... Наверное, установку получили от Сергея Павловича максимально отодвинуть игру от своих ворот. Потому что в конце первого тайма у селданцы так перехватили инициативу. Да, вот отмечали мы то, что вот как раз-таки вот два футболиста, да, вот сейчас были на ваших телеэкранах. Это Афанасий Федоров и Айтал Бурцев. Это игроки, которые имеют опыт выступления в высшей лиге России. То есть они в любой момент могут создать опасность, придумать интересную передачу или же самим пробить. Или стоп, или Артур Нератов все-таки в поле. Что-то мне подсказывает, что он в поле. Кто тогда на воротах? Да, ну без номера вратарь у нас появился. Мы уточним этот момент и, конечно же, озвучим информацию. Ну и попытка так пробить сразу сходу. Получилось не точно. Сборная Северо-Восточного федерального университета у нас регулярно выступает на всероссийских соревнованиях, в частности, в проекте «Мини-футбол вузы», и 4 года подряд становится призером данного турнира. Так, и... Авксентий Филиппов оказывается на воротах сборной команды СФФУ. Он, получается, да. Филиппов занял место вратаря. Значит, у нас все-таки Нератов-то тогда в поле играет. Нератов играет под 75-м номером, да. Две попытки тут было. Пробить не получилось. Авксентий Филиппов, номер 12. Ну, конечно, мы... Значит, он запомнит этот день. Да. Не Нератов, а Авксентий Филиппов. Ну, значит, получается... Не мог же Авксентий стать на ворота в полевой форме. Вот мастерку. Надел Да, и... такой форс-мажор случился. Попытка пробить. Издали Родион Иванов с левой ноги пробивал. Получилось не точно. Диагональная передача. По идее, кто-то там
должен был быть, но недопоняли друг друга. Ну и Афанасий Федоров играет основание ромба. Раскатывают мяч усталданцы, растягивают игру, широко играют. Передача в центр хорошо получилась. И вот сейчас Родион Иванов. Хорошая передача. И, ну, вы сами все видели, друзья, как все здорово было разыграно. И у нас... Счет 1-1, сравнивает счет у солданцев. Андрей Иванов принимает поздравления. И сейчас мы посмотрим на повторе, как же здорово все было организовано. 2 момента у него было в первом тайме, и вот с третьей попытки он поразил ворота. Вот Афанасий Федоров здорово увидел Родиона Иванова. Тот, в свою очередь, здорово открылся, ушел от вратаря и передачу на Андрея Иванова сделал, которому оставалось просто отправить мяч в пустые ворота. Чисто мини-футбольный гол у нас организовали. Да, комбинационный такой. Усталданские футболисты. Красивое взятие ворот, ничего не скажешь. Ну, тем интереснее будет сейчас продолжение игры. Ну вот то, о чем мы как раз говорили, да, то, что наличие в составе вот таких игроков такого калибра, как Афанасий Федоров, Витал Бурцев. Эту атаку именно начал Афанасий Федоров. Играл он в основании ромба. Да, можно отметить еще Родиона Иванова, да? Который не пожадничал, не стал с острого угла бить там вратаря или там пытаться перекинуть его, отдал передачу на свободного Андрея Иванова. Ну как по книжечке все сделали. Еще одна атака у сталданцев, Афанасий Федоров. Так, это у нас Винокуров. Винокуров пробить может, уходит. И передача мягкая не прошла. И сейчас студенты побежали в контратаку. Передача направо. Василий Захаров не попал в темп, в такт, да? Отложенный фол дал судья команде Усалданского Улуса тем временем. Первый фол во втором тайме. Передача вдоль линии аута. Андрей Иванов отыграл обратно на Жиркова. У нас с мячом Иванов. Мягкая передача на Виктора Винокурова. Обратно. Ну, по идее-то Андрей Иванов должен был в эту зону смещаться. Все правильно сделал. Это Виктор Винокуров, по-моему, выкладывал передачу. Да, передачу Винокуров делал. Этот эпизод не доиграли должным образом. 1-1 счет остается неизменным. Так, Виктор Винокуров. Достаточно легко переходит среднюю среднюю линию поля. Да, вот в последнюю минуту усалданцы здорово контролируют мяч. И студентов мы видим пока вот в контратаке, да? А вот именно усалданцы они организовывают такие комбинационные позиционные атаки. Ну да. В обыгрыш пошел Виктор Винокуров, но тут не получится, конечно, сохранить мяч. Первый на мяче Рустам Пудов был. Не удалось обработать мяч в этом эпизоде Роману Колодезникову, и мяч в итоге покинул пределы игрового поля. На ваших телеэкранах Андрей Иванов. Сейчас он будет вводить мяч в игру. Рядом Афанасий Федоров. Будет левой закидывать вперед мяч. Да, такое ощущение, что команда университета вышла на второй тайм удерживать преимущество. А тут не получилось, и они маленько обескуражены. Поэтому достаточно уверенно усалданцы контролируют мяч. Не дают ничего создать университету. Меньше 15 минут остается играть в этом матче. Мы напомним, что в случае ничьи у нас экстра-таймы не предусмотрены. Команды сразу возьмутся пробивать 11... Ой, не 11. 6-метровые удары, конечно, 6-метровые. Ну, посмотрим, как себя покажут студенты в позиционных атаках. Передача верхом на левый фланг. И дальше самое время проявить характер. Я не слышу Сергея Павловича. Ну, можно сказать, и команда университета, и команда Усалдан для него являются своими родными. Кстати, да. Поэтому, возможно, поэтому
таких сильных эмоций у него и нет. В любом случае, так сказать, Сергей Павлович уже 3-е место завоевал на чемпионате республики. Да, но обычно, конечно, я думаю, любители якутского футбола знают, что Сергей Павлович Скрябин относится к числу вот эмоциональных таких тренеров, да. Если игрок допускает грубую ошибку, он, конечно, может сразу вот так указать, да, на то ошибочные действия. Да? А вот сейчас мы видим, что Сергей Павлович спокойно сидит, наблюдает за игрой подопечных. Так, Университет был в атаке, тут от Афони мяч ушел. Аут будет разыгрывать Студенты. Напоминаем, что это у нас бронзовый финал чемпионата республики среди команд первой лиги, сильнейший дивизион Якутии. В финале у нас встречается Якутский Ленский район. Эта игра будет после этого матча. Но после этого матча у нас еще будет, конечно, перерыв. Дальний удар хороший, плотный, рядом со штангой. Это автор мяча Владислав Степанов. Шел за дублем. Но, увы, не получилось. Ух, здорово, Вот тут может получиться. Опять так же, как в моменте с голом, да? Родион Иванов как раз пытался отдать в центр передачу на свободного партнера. Но накрыли. Да, успели вернуться Студенты и нейтрализовать эту угрозу. Айтал Бурцев готовится вести мяч в игру. Тут судья попросил Студентов отойти. Но по правилам мы знаем, что игрок имеет право запросить 5 метров, предусмотренные правилами. Ну и сейчас надо сказать, что правила изменились. В последнее время фол очередной. Это, наверное, первый фол университета. Да, первый фол Студентов. Втором тайме. Правила изменились, и сейчас при вводе мяча из аута можно находиться где угодно. Раньше надо было обязательно находиться за площадкой, сейчас можно из площадки вводить мяч. Я думаю, мы еще увидим это не раз, или в этой игре, или в финальной игре, как будут разыгрывать уже по-новому ауты. Вот, кстати, говоря о нововведениях, да, вот в правилах игры мини-футбол, тоже интересное нововведение было касательно обмундирования вратаря. Согласно новым правилам, наколенники, налокотники должны соответствовать цвету формы. То есть, если у тебя белая футболка, налокотники должны быть белыми. Если у тебя черные шорты, черные наколенники. Ну, действительно очень интересно. Но не думаю, что, конечно, вот у нас, да, вот. Нет, но у нас-то нет. Так принципиально, да, не подходит. Это касается вот суперлиги, высшей лиги. Не знаю, даже вот высшей лиги тоже это смотрят, нет? Ну, это зависит от регламента каждого турнира в отдельности. Да. В регламенте чемпионата республики таких пока нет жестких требований к форме. Ну, это вратарям пришлось бы, да, либо новые футболки покупать, либо же наоборот менять вот, да, комплекты налокотников. Ну и игрокам тоже по этой же форме, если они что-то под низ футболки одевают, она должна быть такого же цвета, как футболка. Что если рукава торчат, то они должны быть такого же цвета. Удалось мяч остановить в этом эпизоде Вадиму Мохову. Аут. Так, у нас Айтал Бурцев там. Николай Федоров. Федоров, да, не Айтал Бурцев. На дальней половине поля. Прихрамывая, он, по всей видимости, отправляется в сторону своей скамейки. Вот еще опасный момент, да. Роман Сивцев не попал в дальнюю девятку. Да, хотелось бы, конечно, чтобы вот сегодняшние наши матчи, да, обошлись без каких-либо серьезных повреждений, тем более вот мы говорим о том, что это первые соревнования в этом году. В том числе и с этим связаны такие повреждения. Да? Из-за того, что люди без игрового тонуса, ребята бегают, играют, мышцы не подготовлены, связки не подготовлены, поэтому случаются такие вывихи, растяжения и такое прочее. И пробить можно. Уходил в левую сторону Мохов, с левой ноги пробивал. Тоже Вадим Мохов, Олег Михайлович привлекал его в прошлом сезоне к играм Зари. В прошлом сезоне, кстати, вот Заря выступала в первой лиге. Высший. 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 Это позапрошлой. Позапрошлой первая лига у нас была, да.
Ну вот хотелось бы, да, чтобы вернулись вот времена, как 13-14 годы, да, когда вот много домашних игр было у Зари, выступали. Да, собирались полные залы. Вот подряд же несколько дней, да. Одна игра сегодня, другая завтра. Настоящие праздники мини-футбола были тогда. Вот, под сводами Дворца спорта 50 лет победы. По фолам у нас 3-1. Третий фол, да, университета, а играть еще 8 минут с небольшим. Обработать не получилось. И Афанасий сигнализирует о том, что мяч должен достаться его команде. Ну что ж, мы еще раз давай, пожалуй, отметим то, что в случае ничьи пенальти будут пробиваться по 3 удара. Ну, да. не хотел, я думаю... А в воротах СФУ Аксентий Филиппов, Да, учитывая это. который не является вратарем по своему. Я думаю, да. Так Амплуа. что подопечные Сергея Павловича Скрябина будут всеми силами стараться решить вопрос в основное время, да? Им, конечно, невыгодно. Еще одно нарушение правил. Второе нарушение правил у сталданских футболистов. И штрафной. Посмотрим, что придумают студенты. Какие заготовки в арсенале подопечных Сергея Павловича Скрябина, но... Да, не мудрствуя лукаво, Да. Роман Сивцев решил пробить по воротам. Вернули мяч, и сейчас Андрей Иванов вел мяч в игру. Передача верхом вперед. До адресата не дошла. Борьба в центре поля. СВФУ с мячом. Романа Колодезникова тут растолкали. Иванов. Тут подключил руки, да? Да. Так, у нас вот увидим то, что... Но все в пределах правил, Да. считают судьи. Активно начали вот бороться футболисты. Помогают руками, ногами. Афанасий Федоров. Передача. Точно не получилось. Но чувствуется напряжение, да, в игре. В том числе и ошибки из-за этого происходят у игроков. Да, больше 6 минут, чуть больше 6 минут остается играть. На кону бронзовые медали чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. Удар опасный. Как так? Это Рустам Пудов, как стоячего его обошли. Оу, нарушение правил. Фол. Владимир Жирков, третий фол. По фолам у нас ничья, 3-3, желтая карточка. Желтую карточку получает Владимир Жирков. Абсолютное равновесие, 1-1. У нас счет, ну и по фолам тоже равенство. По 3 нарушения правил, давайте посмотрим. Ну тут да, конечно. Жестко сыграл Да. Владимир Жирков. Не в мяч, а в игрока. Да, снес Романа Сивцева и штрафной. Ну что ж, в прошлый раз Роман Сивцев пробивал, сейчас что? Ну, Тоже пробил, но в этот раз не в стенку попал. И еще один удар. Мощно приложился Угловой Рустам удар. Пудов. Угловой. 5 минут остается играть. Как мы уже говорили, студентам невыгодно доводить дело до серии пенальти, так как у нас в воротах стоит полевой игрок, не вратарь. Ну да, уже шансы не 50 на 50, а по крайней мере там 60 на 40 становится. Да. Кстати, вот в предыдущем эпизоде-то Аксентий Филиппов, говоря о нем, да, здорово выручил свою команду. Выручил, молодец. Прям как настоящий вратарь. Сыграл. Ну и сейчас вновь Роман Сивцев. Очень много бьет. Второй номер Северо-Восточного федерального университета. Так, и минутный перерыв. Усть-Алданский Улус берет минутный перерыв. Ну и сейчас будут, конечно, футболисты обсуждать и вносить коррективы в игру. Играть у нас осталось 4 минуты и 21 секунду. Ну да, будут пытаться сейчас до конца основного времени все-таки вырвать победу.
Ну, тут, видимо, Сергей Павлович, ну, дает, да, возможность ребятам самим обсудить. Мы видим то, что он сидит на скамейке. Да, больше всех как раз Авксентий Филиппов подсказывает ребятам. Ну, ему очень хорошо видно игру. Ну и вот Афанасий Федоров тоже со своими сокомандниками тоже активно очень обсуждает, подсказывается им. Да, намного более активнее, чем Да. ребята с университета. Ну, ввиду своего, конечно, богатого опыта, вот Афанасий Федоров дал наставление своим сокомандникам. Игра у нас возобновляется, с мячом владеют футболисты Усть-Алданского Улуса. 1 в 1 у нас пытался пойти Родион Иванов, но мяч покинул пределы поля. 1-1. Андрей Иванов и Владислав Степанов у нас отличились результативными ударами. Так, аут. Солданцы играют. И тут подстраховал хорошо Владислав Степанов. Северо-Восточный федеральный университет — финалист прошлогоднего чемпионата республики. Тогда они уступили Ленскому району. А Ленский район как раз-таки у нас сегодня вновь играет в финале. Будет отстаивать. Да, защищать титул честь чемпиона. Титула. И играть они будут с командой города Якутска. И сейчас мы продолжаем смотреть выявление обладателей бронзовых наград. Через 3 минуты мы узнаем, кто же завоюет право взойти на 3-ю ступень пьедестала нашего чемпионата. Ну, как полагается, да, по итогам этого чемпионата у нас команды, занявшие последние позиции, отправятся во вторую лигу. Во вторую лигу. Это уже определились эти команды. Это команда Алданского района, которые не приехали на этот турнир, не смогли приехать. И команда Алекминского района, которая заняла 9-е место. И в следующем сезоне они вот будут выступать во второй лиге. Ну и через неделю у нас тут же во Дворце спорта 50 лет Победы начинается вторая лига. Чемпионат республики среди команд второй лиги. И по итогам этого турнира будут выявлены коллективы, которые в следующем сезоне будут выступать в сильнейшем дивизионе республики. Да, там тоже есть интересные команды, которые будут претендовать на повышение в классе. Это тот же Аймикон, тоже Нерингри. Собираются приехать в этот раз. В прошлый год они не приезжали, а в этом году собираются приехать. Как всегда, стабильные команды Горного, Улуса, Намского, Амга. Ну, жаль, что Оленёк. алданские футболисты не заявились. Должно было играть 10 команд. Но 9 команд у нас начали выявление лучших. Так, нарушение правил и минутный перерыв. Сергей Павлович берет. Да. Пополам 4-3. Ну, играть остается у нас 1 минуту 59 секунд. Ну, в мини-футболе может случиться многое за... Да, за минуту 59 Да. можно и 3 мяча отыграть. Такие случаи были. Да. Ну вот, видим то, что Владислав Корякин до сих пор, да, вот, прихрамывает. Ну и Сергей Павлович, когда они взяли минуту, уже активно подключился. Да, своя минута. Ее использует максимально продуктивно. Ну вот, в рядах усть-алданцев тоже идет обсуждение. Виктор Винокуров просто стоит и восстанавливает дыхание задумчивым лицом. Ну вот, видим то, что у студентов более активное обсуждение идет. Сергей Павлович Скрябин. Но он просто объясняет им, как разыграть штрафной, скорее всего, который Да. сейчас они заработали. Потенциально опасный штрафной. Наверное, вспомнил, да, все свои заготовки Сергей Павлович Скрябин. Ну да, сейчас мы увидим, подобрал что самые, получится. наверное, оптимальные. Посмотрим. Что-то оригинальное придумали. Так, вот интересное движение. Сейчас Роман Сивцев бьет. Ну да. Оно то же самое. То в же принципе. самое, что в прошлые разы. Но вот просто с движением Владислава Степанова. Единственное отличие. Вновь нарушают Фол. правила студенты. Да. Тоже четвертый Да, фол тоже четвертый получается. фол. Ну вот начинается, да, накал. Вот это больше всего людям, наверное, нравится в мини-футболе, когда последние минуты и... Роман Сивцев желтую карточку получил еще за этот грубый фол. Вот, пошла борьба.
4-4 по фолам. И вот сейчас какая-нибудь команда, вот, если совершит 5-е нарушение правил, то уже, считай, это нарушать уже нельзя этой команде. Да. Уже надо Вот. играть очень аккуратно. Вот он как раз. 5-й фол. Усалданцы. И играть еще 1,5 минуты. Да, 1,5 минуты, это очень много на самом деле для мини-футбола. Альберто Цепантина сбили. И сейчас, если усалданцы нарушат правила, то это уже 10-метровый удар, дорогие друзья. Пусть и не 6 метров, но 10 это, конечно, тоже очень опасно. Прострел вдоль ворот. Никто не откликнулся. Был там на пятачке Михаил Идрихинский, но мяч пролетел мимо. Итак, очень аккуратно надо играть усалданским футболистам. Было бы очень обидно, да, вот в конце матча. Да, нахватать фолов, да, и получить 10-метровые в свои ворота. А мы еще раз отметим, что на воротах СВФУ стоит полевой игрок. И, конечно, студентам... Ну, ничто не мешает, получается, все-таки Владислава Корякина выпустить на серию пенальти. Кстати, да. Если он себя будет нормально чувствовать, будет готов. Ну, потерпеть, да. Конечно, я думаю, если у Корякина спросят... Вот. Так. Это фол? Нет. Так, ну, нет. свисток молчит. Ну, как говорят судьи, 6-й фол должен быть явным. Чтоб не было, да, потом вот, да, споров. Но сейчас, конечно, тоже студенты-то будут падать, да, вот при контакте. Лезть. Да, вот подставляться. Но это, конечно, это тонкости мини-футбола, и судьи все это прекрасно понимают. Удар хороший! Мяч толкнул сетку, но с другой стороны. Роман Сивцев, посчитать бы. Да, кто первый, да? Или Афанасий Федоров, или Роман Сивцев по количеству ударов. Роман Сивцев исполнял все штрафные, и, как правило, он пробивал. Так, 35 секунд. И вот мы отмечали, да, в начале нашего репортажа о том, что у нас последние 2 минуты будут идти с остановками. Вот сейчас последние 2 минуты как раз-таки у нас таймер работает в таком режиме. Меньше 30 секунд. Усалдан в атаке. Удар есть. Ближнюю девятку. Да, мимо ворот. Так, ну и сейчас в атаке. Мохов прострел вдоль ворот. Да. Роман Колодезников мог замыкать эту передачу, но там... Мяч уходит на угловой, защитник, получается, выбил мяч. Так, как разыграет хороший розыгрыш Мохов. Да, на последней минуте мы увидели, наверное, больше опасных моментов, чем за весь второй тайм. Так, Афоня Федоров тут мяч потерял, и Мохов вновь пробивает. Тут Афанасий сам же исправился и начинает контратаку своей команды. Пошел в обыгрыш, и заканчивается время. 1-1, дорогие друзья. Да, как и на групповом турнире сыграли 2-2, они выявили победителя атаки, и в матче за 3-е место не смогли определить, кто из них сильнее. Но сейчас победитель все равно будет выявлен по итогам серии пенальти. Ну, видимо, Афанасий Федоров, да? Ну, я думаю, Афанасий точно будет пробивать. Будет одним из трех. Ну, я думаю, пробивать... Это сейчас определят они, получается, судьи по жеребьевке, какие ворота. Сейчас капитанов команд позовут судьи и определят, кто очередность пробития, кто первый, кто второй и в какие ворота. Ну, так уж получалось, да, обычно, что всегда вроде в левую бьют. Ну, как решат капитаны и судьи, посмотрим. Сейчас у нас вот как раз идет обсуждение. Да, вот они как раз монетку кидают. Михаил Идрихинский. И вот как раз Артур Нерадов. Вот лейкопластырями мы приклеили. Да, семерку пытались 75 сделать. Оборвалось это в процессе игры. Ну что ж, жребий брошен. В левые ворота, видимо. В левые ворота показывает Олег Михайлович Марченко. И по 3 человека с каждой команды подходят в центр поля. Ну, Роман Сивцев, конечно, не мог не оказаться в этой тройке. Мы видим то, что со стороны университета у нас Роман Сивцев, Альберт Цепандин. И Альберт Цепандин идет бить первым. Василий Лыткин.
и против него Альберт Цепандин. Итак, смотрим. По 3 удара, дорогие друзья. Поехали. Мощно. Сильно. 1-0. И точно. Серия пенальти 1-0. Повели студенты. Айтал Бурцев. И Айтал Бурцев. Но судья тут отмечает, да? Подсказывает, что до удара нельзя Авсентьев, покидать что? линию. Ох, мимо пролетает мяч. Авсентий. Да, Авсентий Он претендует на звание героя. этого матча. Да. Тут Авсентьев как раз, ну, судья понимал, да, то, что это полевой игрок, поэтому на всякий случай напомнил, о том, что до удара линию, ленточку нельзя покидать. Итак, смотрим. Рустам Пудов прошил. По центру сильно пробил. Двенадцатый номер. Родион Иванов, автор голевого паса во время игры. Да, в данный момент у нас в серии пенальти со счетом 2-0 ведут студенты. Надо сокращать. Да, Ну, без шансов. В сторону-то угадал. Да, но прыгнул не руками вперед, как-то боком. Да. Не по-вратарски, но... Ну, все-таки, видимо... Сейчас, если забивает университет, то все, как бы серия заканчивается. И Роман Сивцев, смотрим. Да, Точно. всё. Итак, дорогие друзья, поздравляем мы студентов Северо-Восточного федерального университета, в частности, их главного тренера Сергея Павловича Скрябина, с тем, что они стали обладателями бронзовых наград чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. Да, мы видим радость ребят из университета. Да, и видим то, что Корякин улыбался, да, но, видимо, травма оказалась такой серьезной, которая не позволила даже вот принять участие в серии пенальти. Но оттого и победа ценнее, да, как говорится, без вратаря основного смогли победить в серии пенальти, с чем мы еще раз поздравляем Северо-Восточный федеральный университет. Также мы, конечно, поздравляем футболистов Усалданского улуса и благодарим их за то, что они подарили нам замечательное зрелище. Да, это тоже большой успех. Войти в четверку лучших команд республики. Учитывая, что впереди них остались только прошлогодний чемпион Ленск, прошлогодний чемпион второй лиги Якутск и прошлогодний серебряный призер СФУ. Ну и сейчас мы предлагаем вашему вниманию, дорогие друзья, подборку самых ярких моментов минувшего тайма. Активны были в атакующих действиях, как мы и говорили, да, вот тут, конечно, здорово все было разыграно, но... Да, Михаил Идрихинский не попал в ворота. Но тут, да, стоит отметить, что передача не совсем удобная получилась, поэтому Идрихинскому пришлось вот снизить темп и вот в подкате пробивать. Ну и, конечно, борьбы сегодня много было. Под конец матча особенно вот активно начали бороться, и у солдат у нас висели, как говорится, вот 5 фолов они набрали. Да. И если соверши, например, вот тогда в конце матча еще вот гол. нарушение. Родион Иванов Андрею Иванову передачу на пустые ворота выкатил. Да, вся красота мини-футбола. Классический мини-футбольный гол. Но тут, конечно, никаких вопросов вратарю. Да, и Авсентий Филиппов достаточно уверенно отстоял на воротах второй тайм. Отыграл. Да, были там опасные моменты, и вступал в игру Авсентий, и хорошо себя проявил в этой роли. Много, конечно, били сегодня Афанасий Федоров, да? Очень активен был в атакующих действиях, раздавал передачи и бил, конечно, очень много. Ну, а со стороны студентов Роман Сивцев, конечно. Да, вот мы его видим. Как раз таки. Очень много бил Роман. Все штрафные, но штрафные все у нас, ну, по стенке, да, в основном приходились удары. Ну что ж, выявили мы бронзового призера чемпионата. На третью ступень пьедестала взойдут студенты Северо-Восточного федерального университета. Команда выступала под руководством бессменного тренера Сергея Павловича Скрябина. И в скором времени, дорогие друзья, давайте мы сразу проанонсируем. Ровно в 4 мы
начнем просмотр финального матча. Встречаются у нас команды Ленского района и города Якутска. Будет не менее интересная игра. Ленск у нас действующий чемпион турнира. И нас ждет очень интересная борьба за золотые медали чемпионата. Но осталось выявить вот две позиции, да? Первое место, второе место. Да, и номинации. Кто станет лучшим игроком, лучшим бомбардиром. А вот мы серию пенальти видим. Альберт Цепандин уверенно забивает гол. Вот это ошибка Айтала Бурцева, который не попал по воротам. Не дала шанса. Кстати, удивительно, да, что вот у Селдана такой опытный игрок, мастеровитый игрок, как Бурцев, допустил ошибку при исполнении этого удара. Ну, в спорте ошибаются все, да, ошибаются даже лучшие. Сегодня удача была на стороне футболистов сборной Северо-Восточного федерального университета. Ну что ж, друзья, третье место занимает команда СВФУ. Ну а мы с вами сейчас на этом давайте будем прощаться. В 16:00 приглашаем вас всех. Включайте телеканал НВК Саха, Мамонт, и также на основном канале, YouTube-канале нашей компании. В 16:00 мы начнем смотреть финал Ленск-Якутск. До скорых встреч в эфире. Металл Торг.